нашем конгрессе приняло участие 550 человек. Из этих 550 гостей 350 это были наши гости из-за рубежа. На конгресс прибыли участники из 20 стран. Были у нас гости из России, из Турции, Украины, Болгарии, Чехии, Канады, Белоруссии и многих других стран. Очень важно, что на данном мероприятии у нас были высокие гости. К нам в гости приехал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, к нам в гости приехал президент Республики Молдова Игорь Додон и принимал участие в наших торжественных мероприятиях и премьер-министр нашей страны господин Павел Филипп. Хочу отметить, что высокое, особое, огромное внимание к конгрессу проявили и наши журналисты. Хочу отметить, что заявки на освещение мероприятий подали 67 представителей средств массовой информации. Это говорит об очень высоком интересе к нашему событию. Важно, что это были представители региональной, республиканской прессы, были представители прессы из Турции и из Украины. Думаю, что не стоит по новой говорить о той повестке дня, которая была в течение этих 2 дней, о пленарных заседаниях, о работе в секциях, о торжественной части, потому что все до сих пор это было очень ясно освещено. Но я хочу отдельно остановиться, поблагодарить все средства массовой информации, которые нам в этом помогли, которые смогли довести до жителей автономии, до всех тех, кто смотрел наш конгресс, подлинную информацию и те яркие моменты, которые были в течение этих 2 дней. Хочу отметить, что основные задачи, которые стояли перед организационным комитетом, были достигнуты. Впервые все участники, практически все, выступали на гагаузском языке. Это была моя принципиальная позиция. Я настаивала на том, чтобы и в пленарном заседании, и в торжественной части все говорили именно на гагаузском языке. Это было очень важно. Важно было собрать нашу диаспору, и важно было, чтобы рабочим языком был гагаузский язык. Это серьезное наше движение вперед. Я думаю, что мы будем к этой практике сейчас возвращаться чаще и максимально проводить все наши мероприятия на нашем родном гагаузском языке. Нам удалось привлечь к участию наших земляков, которые действительно добились больших успехов в различных сферах за рубежом. На самом деле это было не просто отвлечь людей от бизнеса, от своих семей. Я очень благодарна всем тем, кто прибыл, оставив все свои бизнес-вопросы, личные вопросы и участвовал в нашем конгрессе. Хочу отметить, что в рамках этого конгресса зародилось очень много новых знакомств, много идей, и это обязательно новые деловые контакты, это новые социальные и культурные проекты, которые, уверенно, помогут нашей автономии. Хотелось бы остановиться и на тех сюрпризах, которые были заготовлены для наших гостей, для участников этого конгресса. И я очень рада отметить, что огромный фурор вызвал гимн конгресса, который мы впервые озвучили, «Бян Гагаузум». Он был презентован нашими певцами Петром Петковичем, Ириной Пайдоловой. Это на самом деле хит уже и сегодня. Я думаю, что прониклись не только участники, но и все жители автономии, и все наши соотечественники, которые проживают за рубежом, внимательно следили за работой конгресса. Что еще было отрадно принять, что каждый участник был рад и доволен тем, что стал обладателем паспорта почетного гражданина Гагаузии. Это, конечно, не официальный документ, но это очень знаковый документ для всех наших друзей, всех наших гостей, всех наших жителей, которые на самом деле давно мечтали об этом. И этот паспорт сегодня достаточно активно обсуждается. Я думаю, что это определенный шаг в том, чтобы наши жители автономии чувствовали себя гордо за то, что они являются почетными гражданами Гагаузии. Впервые мы ввели для участников конгресса работу на 3 дискуссионных площадках. Была площадка по экономике, науке, культуре и молодежи. Для нас очень важно было понять, как наша диаспора
видит будущее Гагаузии, именно те люди, которые добились успеха за границей. И нам очень важно было услышать те рекомендации, которые обязательно мы возьмем в работу для профильных управлений исполнительного комитета. Мы анонсировали также о том, что будет создан отдел по работе с диаспорой. На самом деле этот отдел давно-давно назрел, есть особая необходимость в том, чтобы мы консолидировали нашу гагаузскую диаспору, чтобы мы максимально вовлекали наших соотечественников, проживающих за рубежом, в социально-экономическое и общественно-политическое развитие нашей автономии, и этот отдел как раз и будет заниматься этими задачами. Следующая задача, которую мы поставили перед собой, это развитие нашего сельского туризма. Об этом давным-давно говорили, были различные видения, но мы сделали в течение этого конгресса хорошие первые шаги. Мы утвердили 3 официальных маршрута. Наши гости, наша гагаузская диаспора по этим 3 маршрутам прошлась. Важно, что у всех наших гостей были буклеты по этим маршрутам, были замечательные гиды, которые искренне, со всей любовью могли рассказать о наших традициях, показать наш колорит, показать, как живет наша гагаузская глубинка. И я уверена, что все наши соотечественники, которые вернутся домой, в ярких красках расскажут о том, что они в Гагаузии видели. И это, конечно же, будет очень хорошая, яркая реклама для привлечения туристов в автономию. Мы давно обсуждали эту тему, и я думаю, что после конгресса мы максимально будем инвестировать в развитие сельского туризма для привлечения и гостей из Республики Молдова, и для привлечения гостей из-за границы. Отдельно хочу остановиться на самом важном и центральном событии. Это визит в автономию премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. Вы помните, что, выступая перед участниками конгресса, господин премьер сделал очень важное заявление, что официальная Анкара продолжит оказывать широкую поддержку братскому гагаузскому народу. И говоря уже о конкретных планах, господин премьер заверил нас, руководство автономии, что правительство Турции считает приоритетным реализацию следующих инфраструктурных проектов. Вот здесь я хочу остановиться поподробнее. Первое, о чем мы договорились с господином премьером, что в ближайшее время начнется строительство блока департамента скорой помощи в Камрате. Уже ТИКа провела тендер на строительство этого объекта, и уже начаты подготовительные работы по строительству этого объекта. Следующий момент – это строительство нового детского садика. Также тендер уже проведен и определена компания, которая будет заниматься строительством этого детского садика. Следующий важный момент – это капитальный ремонт Камратского дома культуры. Еще немаловажный момент – это замена сетей водоснабжения и канализация в Вулканештах. Вулканешты – это был единственный город в Гагаузии, в котором не были заменены сети водоснабжения и канализации. И это достаточно серьезный и финансово, и жизненно важный проект для города Вулканешт, поэтому в этом году этот проект будет тоже запущен. И еще один очень интересный проект – это строительство регионального дома творчества. Мы анонсировали еще в прошлом году, что будет построен дом творчества. Единственное, что мы предполагали 2 источника финансирования этого строительства. Один из вариантов был это наши собственные ресурсы, гагаузские, но нам пошло навстречу правительство Турции и примару города Анкары было дано поручение, чтобы был в Гагаузии построен региональный дом творчества, и меня заверили, что в течение месяца приедет уже компания, которая будет вместе с нами утверждать проект, и дом творчества в Гагаузии будет построен за счет турецких инвестиций.
То есть вы видите, что мы сегодня говорим о конкретных привлеченных турецких инвестициях в инфраструктуру Гагаузии, и вы реально должны понимать, что сумма этих инвестиций будет превышать сотни миллионов лей, и это, конечно же, надо понимать, является одним из самых важных следствий данного конгресса. Отдельно хочу остановиться на том, что на встрече с премьер-министром особое внимание у нас было уделено и аспектам укрепления экономического сотрудничества. Мы обсудили вопросы открытия новых рабочих мест в автономии компании с турецким капиталом. Речь идет об предприятии «Асена Текстиль». Турецкие партнеры планируют расширить количество фабрик на территории автономии для того, чтобы предоставить дополнительные новые рабочие места. Также принято решение по строительству нового асфальтного завода в рамках сотрудничества с Союзом муниципалитетов Тюркского мира. И вы знаете, что мы очень активно работали с турецким промышленным парком Гебзе. И для того, чтобы привлечь инвесторов в промышленные парки Камрата и Чедермунги, важно, что Гебзе презентовал на встрече двух премьеров Турции и Молдовы генеральный план развития промышленного парка в Камрате. Представлен этот проект. Вы должны понимать, что стоимость этого проекта, изготовление проекта составляет 200 тысяч леев, и турецкая компания Гебзе взяла эти расходы на себя. Еще один проект, который был запущен, это строительство гостиницы в муниципии Камрат. Сумма планируемых инвестиций – это $2 миллиона. Строительство гостиницы запущено, уже работы начались. То есть мы видим, что те задачи, которые были поставлены перед Конгрессом, они практически реализовываются. Речь идет и о взаимоотношениях с нашей диаспорой, укрепление контактов с нашей диаспорой, речь идет об развитии нашего гагаузского языка, речь идет, конечно же, о новых совместных экономических проектах и открытии рабочих мест. Эти задачи были поставлены перед этими 2 днями, считаю, что эти задачи мы выполнили, и теперь исполнительный комитет приложит все усилия для того, чтобы все запущенные проекты в короткий промежуток времени были реализованы. На чем бы отдельно хотела остановиться, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить за понимание и терпение всех жителей муниципия Камрат, которым пришлось ожидать под солнцем визита премьер-министра Турции, всех водителей, которым пришлось 6 мая объезжать центральные улицы Камрата. Хочу объяснить всем, что задержка была не по нашей вине, задержка была связана с тем, что программа премьер-министра менялась в последние минуты, поэтому мы с вами должны понять, что люди такого уровня приезжают к нам не часто, и я благодарю, что все жители автономии, жители муниципия Камрат очень радушно приняли премьер-министра Турции, и хочу вас заверить, что этот радушный прием однозначно вернется сторицей, и все жители нашей автономии это почувствуют. По крайней мере, премьер-министру Турции было очень приятно увидеться с жителями автономии, и он был благодарен теплоте приема, близости по духу, и желание у него было обязательно помочь и поддержать нашу гагаузскую автономию. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто входил в организационный комитет. Это и сотрудники управления исполнительного комитета, это местные власти, это экономические агенты. Хочу сказать, что работа была проведена огромная. Считаю, что Конгресс прошел на достаточно высоком уровне. Это очень серьезная планка для наших жителей автономии. Мы вместе смогли с этим справиться. Я думаю, что все дальнейшие мероприятия, которые мы будем проводить совместно с жителями нашего региона, будут проходить на таком же высоком уровне. И очень хочется, чтобы Гагаузия была
такой же открытой, чтобы в Грузии все занимались конкретным делом, и мы, власти автономии, обязательно будем привлекать к этому максимально прикладывать все свои усилия. Поэтому всем огромное спасибо за понимание, за поддержку и за хороший уровень организации нашего конгресса.